Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» провели исследование, посвященное туристической привлекательности регионов, их потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных путешественников. На первом месте оказался Краснодарский край, далее Санкт-Петербург, Москва, на 4-й строчке Крым. Коми до лидеров далеко. Исследователи отправили регион аж на 54-е место. Почему в республике с огромным потенциалом туризм все-таки не хочет приживаться, попытался выяснить Евгений Ершов. Удивительный и богатый край, манящий своей гармонией и чистотой. Хрустальный свежий лесной воздух и звенящая тишина. Лишь шепот листьев на ветру. О развитии туризма в Коми говорят давно, и достаточно взглянуть на карту, чтобы понять очевидное. Потенциал колоссальный, просто он не раскрыт. В 2013-м раскручивать республику пригласили опытного эксперта из Петербурга. Юлия Рыбакова быстро оценила, чего не хватает. Развиваются маршруты экологического туризма в национальных парках, растут маршруты рекреационного туризма, отдыха в горах, на природе, строятся базы отдыха, развивается там гостиничный сегмент потихоньку, запущено несколько крупных инвестиционных проектов на территории республики. Один из таких проектов – Финно-Угорский этнопарк. Современный многофункциональный туристический комплекс со своей инфраструктурой. Несмотря на транспортную доступность и все блага цивилизации, популярность его так и не выросла. Даже традиционный мультифестиваль «Ибица», название которому и подарило Сыктывдинское село, впервые был проведен прямо в центре столицы, как пояснили организаторы, для удобства зрителей. А знаете, люди, где есть село с названием из 2 букв, первое «ы»? Да у нас, в России, в республике Коми, село Иб. Отсутствие туристического потока испытали на себе и базы отдыха. К примеру, турбаза «Орлиный», что в национальном парке Юга-2 уже последние 2 года фиксирует спад клиентов. Насладиться живописными местами на берегу реки Кожем или потрясающими видами Уральских гор невозможно из-за отсутствия дорог. Очень много звонят с других регионов, городов и хотят своим ходом машинами приехать к нам. Но так как у нас нет дороги до города, только один подъезд у нас это железнодорожным транспортом, ЖД-дорогой. И поэтому много людей отказывается. Играет роль и тот факт, что база находится на территории национального парка. Как говорит руководитель турбазы, обычным туристам за 3 дня нужно запрашивать разрешение на вход в Юга-2. Многим бумажная волокита в тягость. Не лишилось туристского внимания одно из самых брендовых мест республики – плато Мань-Пупунер. В заповедник приезжает со всех уголков России и ближнего зарубежья. Но некоторых такое развитие событий, наоборот, настораживает. Я считаю, что в заповеднике это не есть хорошо. То есть, если там что-то увеличивать, то, извините меня, это нужно настолько все это обосновать и исследовать. Я считаю, что на данном этапе увеличивать поток туристов именно в заповеднике, именно на Мань-Пупунер, я считаю, что это неразумно, это приведет к утрате, в общем-то, ценности. Опытные туристы к такой идее подходят с опаской, мол, практически по всей республике заповедники и национальные парки. Куда же тогда можно будет заходить? Малый туристический интерес они объясняют сезонностью. Сейчас в Коми приезжает летом, а зимой резкий спад. Для зимней республики это странно. Есть школа. Будем говорить, что в республике Коми есть школа лыжного туризма, который, не будем говорить, что это экстремальный, можно сделать и такой лыжный туризм, с который вполне может неподготовленный человек подойти. Потому что есть палатки, есть печки, есть спальные мешки. То есть раздвинуть рамки сезонов. Об этом, кстати, во время визита в Уктыл говорил и новый руководитель республики. В тамошнем пригороде, в 80 километрах от города Газовиков, вполне можно было бы организовать горнолыжный спуск на 2,5 километра. Тут к месту и общежитие, пустующее в центре, и коммуникации уже проведены. Нужен лишь хороший бизнес-план. Думаю, что в перспективе горные лыжи привезем, к горам поедем, покатаемся. В принципе, если уж не совсем укатанный склон, ничего. Фрирайд тоже есть такой вид спорта.
И все-таки интерес к республике никогда не пропадал. Это и звезды. К примеру, самый знаменитый финн в России Велиха Апосала. А может, не надо тогда? Она же боится. Ну, тогда, Вика, давай, тогда не надо. Что, мы же не будем напугать ее. За сосок-то взялись? Нет, я еще не нашел. Я еще не нашел его. Он его еще не нашел. Андрей Панкратов с телеканала «Моя планета» открыл для себя уголки коми-русской аутентичности – Ижму и Уссыльму. Вот она какая красивая! Реки полные рыбы. Частыми гостями были и иностранные звезды. Эмоциональный англичанин Винни Джонс, наверное, надолго запомнил свою поездку в Воркуту. Это яйца оленя. Это яйца. Яйца? Боже! Мужики сильные становятся. Я вернусь за этим. Не так. Меня сейчас вырвет. Вообще, туристическим центром республики вполне могло бы стать Заполярье. С одной стороны, Воркута – город промышленный и даже как будто искусственный, с другой – построенный буквально на костях. И, видимо, поэтому туристов интересует больше его гулаговское прошлое. Бескрайние леса, чистые озера, суровые горы, журчащие реки. В Коми есть все, чем привлечь туриста. Вопрос, надо ли это делать? Возможно, в этой труднодоступности и скрывается потенциал европейского севера. Чтобы дойти и увидеть, надо потрудиться. А бездорожье – это ведь и защита от активности человека. Евгений Ершов, Евгений Ракин, Олег Юшков о туристическом потенциале, который пока успешно обороняется.